прямом эфире работает программа «Новости», в студии Луиза Хатуева. И вот чем запомнился уходящий день. «16 потенциальных помощников главы Чечни прибыли в Грозный. Все те, кто сейчас здесь, они, с одной стороны, счастливы, потому что они прошли колоссальный отбор. Они понимают, что они, значит, уже кто-то, если они здесь. Участники телепроекта «Команда» готовятся к испытаниям и делятся своими идеями по развитию региона. Правозащитники примут активное участие в предстоящих выборах. В работе будут участвовать также представители общественных организаций. Соответствующее соглашение одними из первых заключили в Чеченской Республике. Битва в Высокогорье. Соперники все достойные, подготовка хорошая. Рассчитываю, конечно, на первое место, иншаллах. В Ножеюртовском районе прошел открытый турнир по смешанным единоборствам. «16 претендентов на должность помощника главы Чечни прибыли в Грозный. Отбор на этот высокий пост проходит в рамках реалити-шоу «Команда», которое снимает телеканал «Россия-1». Участники телепроекта уже приступили к выполнению поручений Рамзана Кадырова, а также рассказали о своих проектах и первых впечатлениях. Репортаж Саида Ахмадова. Двухчасовой перелет из Москвы для них немного затянулся. Каждый из них горит желанием поскорее увидеть республику и, конечно, проявить себя. Первое неофициальное испытание начинается сразу после того, как они спустились с трапа. Быть в команде Кадырова и уметь танцевать чеченскую лезгинку станет хорошим началом. Знакомство с Грозным, о котором они уже наслышаны, начинается с центральной мечети сердца Чечни. Вопросов интересует много. Так, одна из участниц интересуется нефтяным университетом. Буквально в день перелета она узнала, что ее дедушка учился именно в этом вузе. Дедушка, который сегодня мне писал: неужели ты летишь в Грозный? Он живет в Израиле. Для кого-то эти маршруты окажутся просто экскурсионными, но один из них получит полное право назвать себя частью всего этого. Изначально желающих поучаствовать в проекте перевалило за несколько десяток тысяч. Для подачи заявок был создан и отдельный интернет-ресурс. Счастливчиков, как они себя называют, оказалось всего 16 из самых разных уголков России. Все те, кто сейчас здесь, они, с одной стороны, счастливы, потому что они прошли колоссальный отбор. Они понимают, что они, значит, уже кто-то, если они здесь. Но они очень волнуются, потому что ставки тем более высоки, раз их отобрали. Мы хотим, чтобы огромное количество людей со всей страны прикоснулось тоже к этой формуле, к тому, как работает эта команда. А вот критерии этого отбора, вот мы их наконец-то и узнаем. Рамзан Кадыров будет говорить им про их ошибки и про их победы, и про их поражения, и про их силу. Каждое задание будет отсекать слабых участников. Это будет делать сам Рамзан Ахмадович. Следующим объектом знакомства стал обелиск, который появился в центре города в честь присуждения Грозному звания города воинской славы. Каждый из участников внимательно слушает речь экскурсовода, ведь лидером из них может оказаться любой, и знать нужно будет намного больше. И люди, которые сегодня приехали участвовать в этой программе, это люди, которые добились определенных успехов, не новички в каком-то своем деле, со своими интересами и креативными идеями. Я думаю, эти идеи будут интересны и для Чеченской Республики. Заодно они посмотрят изнутри, как работает легендарная команда Ахмада Хаджи Кадырова во главе с Рамзаном Ахмадовичем Кадыровым. Проект «Команда» будет длиться как минимум несколько недель. И жить участники абсолютно без преувеличения будут как в сказке. Перед ними открывается настоящий заповедник. Восторженные лица еще некоторое время не могут поверить в эту завораживающую красоту. Они прям как себе. Мы пообщались практически с каждым участником. Ни один из них не ограничился в идеях. У каждого с собой по несколько проектов. А делятся они с большим энтузиазмом. Я из Ростова-на-Дону. Заниматься я хочу стратегическое развитие, я вижу многогранно. Я хочу развивать много секторов. Туризм – это одно из них, его все хотят развивать. Но также производство, наращивание производственных мощностей. Я планирую здесь построить завод по производству первых в России сотовых телефонов и продавать их на экспорт. В плане обучения еще, возможно, если это будет реально, попытаться открыть здесь филиал МГУ. Здесь самая сильная команда в стране, команда Кадырова, которая может сделать что угодно. В любых регионах, возьмите любого губернатора любого региона, каждый там не знает, кто в каком там Саратове, где-нибудь там еще, а Кадырова знают все. По факту это практически второй человек в нашей стране. Я приехал с Кубани.
Для меня работать с Рамзаном Ахматовичем – это большая честь, это моя мечта. У меня много проектов, один из них – это проведение в Грозном инвестиционного проекта, точнее проекта, а форума, чтобы каждый район предлагал свои идеи и рассылать приглашения потенциальным работодателям, которые, то есть «Газпром», «Лукойл» и так далее, чтобы они приезжали и выбирали проекты, то есть заинтересовывать их и здесь их реализовывать. Я из города Твери. Я хочу реализовать 2 проекта. Первый проект связан со строительством, потому что, когда я посмотрел ролики Рамзана Ахматовича, я из них один из важных моментов вывел – это туристическое направление. Благодаря вот этой строительной компании она будет производить инновационный материал, это даст дополнительные рабочие места, дополнительные доходы в налоговую региона, и также будет сам материал присутствовать на всех туристических стройках региона. Второе мое предложение – это организация патриотизма у молодежи путем создания молодежных партий, имеющих за собой реальную силу. Город Тула приехал. Лично для меня Чеченская Республика является, в принципе, эталоном по исполняемости законопроектов и реализации разных проектов по России. Вот конкретно я занимаюсь тем, что мы создали и внедряем инновационный транспорт, то там десятки раз дешевле, чем строительство асфальта, дороги, РЖД, железнодорожных путей и прочего. То есть сейчас нужно использовать максимально потенциал Чеченской Республики как туристического кластера, строить транспорт, строить транспортные артерии, которые будут поднимать экономику, точнее. Ребята расселились в комфортабельном доме и скоро разделятся на команды. Среди участников также есть и один чеченец. Очень нравится, на самом деле, и мне, кстати, понравилось то, что комнаты 3-4-местные, это, мне кажется, сблизит команду и создаст такой общий дух и объединит нас. Какими точно будут испытания, не знает пока никто. Задания участников будут обсуждаться и согласовываться лично с главой Чечни. Позади у участников остались незабываемые впечатления, но самое интересное их ждет еще впереди. За всеми испытаниями будет следить сам лично глава республики. И в итоге победитель проекта останется в команде Кадырова на постоянной основе и получит возможность возглавить агентство стратегического развития Чеченской Республики. Саид Ахмадов, Адам Чекуев. Новости. Развитие инфраструктуры и устранение административных барьеров. В Москве состоялась выставка агентства стратегических инициатив, где были представлены передовые отечественные технологии. Свой проект презентовала и наша республика. Выставочный центр посетил Владимир Путин. Он высоко оценил разработки молодых ученых из Чечни. Подробности у Таисы Борщиговой. Как будет развиваться Россия в ближайшие 20 лет? Это главный вопрос, который обсуждали участников форума стратегических инициатив. Принял участие в работе расширенного экспертного совета и Владимир Путин. По его словам, за 5 лет агентство добилось больших успехов. Некоторые регионы уже выстраивают свои долгосрочные планы развития, сверяясь с программой оси. Благодарю вас за смелость, за упорство, за искреннее стремление принести пользу России. И прямо нужно сказать, все вы показали достойные результаты. Агентство начало с помощи конкретным, иногда небольшим проектом из самых разных регионов. И получило срез тех системных проблем, с которыми ежедневно сталкивается бизнес. Итогом национальной предпринимательской инициативы стало существенное сокращение административных барьеров, меньше бумажной волокиты, больше здравого смысла и понятных прозрачных процедур. Где, как ни на выставке, достижений представлять будущее. По окончании заседания президент ознакомился с лучшими проектами, представленными агентством стратегических инициатив в рамках форума. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, мои хорошие. Всем пока. До свидания. Со всей страны всего 4 проекта были отобраны для представления президенту России, в том числе и уникальная автоматизированная платформа для посадки и подзарядки беспилотных летательных аппаратов, сделанная в Чечне малым инновационным предприятием ЧГУ «Читэч». Беспилотники не могут долго находиться в небе, им нужна подзарядка. Когда же они сажаются на Землю при помощи спутниковой навигации, они делают погрешность в несколько метров. Была придумана и разработана вот эта автоматизированная платформа, которая с использованием машинного зрения перехватывает летательный аппарат на определенном его, когда аппарат нуждается в дозаправке, снижается, она перехватывает и уже сама
точно сажает прямо этот аппарат на свою заправку. Мы повезли эту разработку, и она вызвала очень живой, она была отобрана для демонстрации президенту, вот, вызвала его живой интерес, он очень радовался тому, что Чеченский госуниверситет, вообще Чеченская республика на столь высоком форуме представлена. Чеченская республика впервые участвовала в форуме такого масштаба, направленного на реализацию стратегии национальной технологической инициативы. Рамзан Кадыров выразил благодарность главе государства за оказанное внимание и поздравил чеченских молодых ученых с первыми шагами в мир будущего. Проект вызвал живой интерес у посетителей выставки, был продемонстрирован руководству страны. Я очень рад, что президент Российской Федерации Владимир Путин особо отметил работу нашей команды и высоко оценил подключение Чеченской Республики к реализации стратегии национальной технологической инициативы. Форум агентства стратегических инициатив только в день открытия собрал в выставочном центре более 500 участников деловой программы и более 6 тысяч посетителей. В рамках форума прошла серия круглых столов, посвященных передовым разработкам и лучшим практикам в сфере технологий госуправления и улучшения инвестиционного климата. Таиса Барщикова, Зелим Закаев. Новости. Чеченские правозащитники примут активное участие в предстоящих выборах 18 сентября. Соответствующее соглашение уже подписано между уполномоченным по правам человека и председателем избиркома. Таким образом, любые жалобы, поступающие в период голосования, будут оперативно рассматриваться правозащитниками. Подробности в следующем материале. За предстоящим голосованием в Чечне будут следить представители гражданских организаций. Об этом говорили участники недавней видеоконференции «Центр избиркома». Глава ЦИК Элла Панфилова отметила необходимость оперативно рассматривать жалобы и заявления участников избирательного процесса. По ее словам, правозащитные институты должны активно подключиться к предстоящей выборной кампании. У нас тема посвящена взаимодействию с органами исполнительной власти и с уполномоченным по правам человека на выборах. То есть, чтобы мы в полной мере взаимодействовали, а уполномоченный, в свою очередь, нам помогает в плане соблюдения прав человека, прав избирать и быть избранным. В ходе конференции руководителям избиркомов и региональным омбудсменам рекомендовано заключить соглашение о взаимодействии. В некоторых субъектах аналогичные документы уже подписаны, в числе первых и Чеченская республика. Участие людей. Арба максимально, потому что арда выбор. Арда хцар, кажется, что будет уже совершенно урду, но уж арба хотите вот тело 2003 год, асан кэч, асан очередь шёш мос метя. Этому участие принимать. Их главный задач. А это уже семинарские занятия для представителей наблюдательного совета. В общественный орган вошли гражданские активисты и правозащитники. Участники встречи изучают конституционные права граждан избирать и быть избранными, а также общие принципы организации выборов. В работе будут участвовать также представители общественных организаций, которые будут вместе с аппаратом уполномоченным принимать участие по соблюдению прав избирателей. Вот, в частности, будут смотреть за ходом выборов. В ходе встречи сотрудники избиркома положительно отметили участие гражданских институтов в мониторинге сентябрьских выборов. В дальнейшем стороны планируют информировать общественность о результатах своей деятельности. Зандис Асланбеков, Алаш Аздамиров. Новости. С каждым годом в Чечне снижается уровень младенческой смертности. Об этом свидетельствует статистика. По словам врачей, этого удалось достичь благодаря господдержке. Практически во всех роддомах есть современные реанимационные отделения, которые позволяют в экстренном порядке лечить детей с врожденными патологиями. С подробностями Елена Дадаева. Эта малышка появилась на свет с экстремально низкой массой тела 800 граммов. Врачи оценили ее состояние как крайне тяжелое. За 26 суток пребывания в центре младенец прибавил в весе на 80 грамм. Для простого обывателя эта цифра покажется незначительной, однако для маловесных малышей даже лишний грамм – это надежда. Это наша маленькая гордость, потому что мы, в первую очередь, это ребенок, который на данный момент на 26-е сутки уже дышит самостоятельно, полностью обходится без кислорода и уже употребляет материнское молоко и полностью фактически готов к новой своей жизни.
Сейчас состояние малышки стабильное, ей оказывается вся необходимая помощь. Республиканский клинический центр охраны здоровья матери и ребенка имени Аймани Кадыровой оснащен всем необходимым оборудованием для того, чтобы врачи смогли квалифицированно оказывать медицинскую помощь. Под наблюдением специалистов на сегодня находится 27 маловесных малышей. Все они чувствуют себя хорошо. В Чеченской Республике внедрены новые протоколы, которыми пользуется весь мир и которые утверждены Российской Федерации. Вот. Сейчас мы занимаемся именно выхаживанием маловесных детей. Наш центр является единственной в Чеченской Республике, да, главным центром, где выхаживают этих недоношенных экстремально низкой, очень низкой массой тела. И мы достигли больших результатов, потому что, во-первых, нам удалось уже в этот небольшой период снизить младенческую смертность. Нам удалось выходить за вот этот небольшой период рекордное количество детей с экстремально низкой массой тела и очень низкой массой тела. Если несколько лет назад младенцев с экстремально низкой массой тела не удавалось выхаживать, то с 2012 года ситуация изменилась. В 2015 показатели младенческой смертности снизились вдвое. По словам начальника отдела детства Министерства здравоохранения региона, таких успехов удалось достичь благодаря государственной программе развития здравоохранения Чеченской Республики на 2014-2020 годы. По этому плану утвержденному мы как бы идем в сторону такого маленькими шажками, скажем так, в сторону снижения этого показателя. Поэтому у нас на конец 2015 года по дорожной карте прогнозируемый, скажем так, показатель был 13 промиллей, то есть 13 детей на 1000 живорожденных. По факту 2015 года у нас данный показатель составил 11,7. То есть мы даже, скажем так, перевыполнили некий свой этот план обозначенный. Здоровье будущего малыша напрямую зависит от состояния здоровья матери. Очень важно, чтобы беременные женщины становились на учет, регулярно сдавали необходимые анализы и проводили лечение, информируют врачи. Однако многие женщины пренебрегают простыми правилами вынашивания ребенка. По словам специалистов, только перинатальная диагностика способна выявить состояние малыша еще до его рождения. А это, в свою очередь, способствует оказанию необходимой медицинской помощи, если это необходимо матери и ребенку. В том случае, если у плода выявляются какие-либо нарушения, то в зависимости от того, что это за нарушение, определяется маршрутизация этой женщины. То есть где, в каком учреждении она должна родоразрешена. На уровне 2-м, на 3-м уровне или же за пределами республики. В зависимости от сложности той патологии, которая выявляется у этого плода, также решается вопрос, можем ли мы оперировать этого ребенка в наших условиях, имеется в условиях наших учреждений. С будущими мамами, которые состоят на учете в женской консультации 5-й клинической больницы, врачи регулярно проводят мероприятия, направленные на сохранение здоровья малыша и матери. На беседу специально приглашают религиозных деятелей, которые рассказывают, как ислам относится к прерыванию беременности. В большинстве случаев подобные встречи помогают сохранить жизни младенцев. Наши беременные женщины могут рассчитывать на все услуги, на все абсолютно. Консультация, прием, сдача анализов, психологическая поддержка. С каждым годом родильные центры республики оснащают передовым медицинским оборудованием, благодаря которому возрастают шансы спасти и сохранить жизнь матерей и малышей. За последние 3 года более 200 специалистов медучреждений прошли обучение, переподготовку и повышение квалификации по необходимым направлениям. И все же нехватка высококвалифицированных кадров остается актуальной проблемой системы здравоохранения. Элина Дадаева, Булат Баканаев, Муслим Типаев, Джамал Хаджалиев. Новости. Когда мечты становятся явью, Шамхан Бетирсултанов готовится совершить хадж. 22-летний житель Грозного страдает ДЦП, но, несмотря на тяжелый недуг, всегда мечтал о паломничестве в Мекку. Из-за болезни и отсутствия средств сделать это казалось невозможно. Казалось, до тех пор, пока об этом не узнала президент регионального общественного фонда Аймани Кадырова. Наш корреспондент подробнее.
Совершить хадж Шамхан Бетир-Султанов мечтал давно, однако отсутствие денег не позволяло ему выполнить один из 5 столпов ислама. О желании юноши узнала президент общественного фонда имени Кадырова, и сегодня Шамхану оказали финансовую помощь. Кроме этого, Аймани Несиевна решила оплатить паломничество его родных. С первых лет жизни Шамхан борется с тяжелым недугом, однако болезнь его не сломила. Юноша живет полноценной жизнью, читает Коран, изучает иностранные языки, занимается спортом, а в этом году окончил университет на красный диплом. По словам Шамхана, он каждый день просил Всевышнего о возможности совершить паломничество в Мекку. son çok inzeri çok hasret edersin. Ugar Allah hasta bu asartsun işte. Dallar şola is organizovat meldin çünkü aymanına is etsumun yuqa участвовать meldin o meldin şolçun dok barkal alasun çok hasretsun hum işte istediler. Бетир-Султановы все еще не могут поверить в реальность происходящего. Радостная новость о том, что ее сын и вся семья смогут совершить хадж, стала полной неожиданностью, признается мама Шамхана. Мы до сих пор в себя не пришли после этой новости. Он давно мечтал об этом, уже несколько лет. Я очень счастлива за него, что он сможет, да, Ал-Муклах в этом году посетить хадж, посетить святые места. И хотелось поблагодарить, большое спасибо сказать Аймане за то, что она предоставила ему эту большую радость. Кроме финансовой помощи, Шамхан получит и 2 инвалидные коляски. Одну для прогулок, другую для пользования в домашних условиях. Рамзан Керимов, Магомед Мударов и Ислам Расуев. Новости. В высокогорном Биное на территории нового заповедника выпустили очередную партию оленей. На этот раз среди них оказались представители 2 пород – моралы и пятнистые. До сих пор эти животные росли в вольерах на равнине. Здесь надеются, что животные быстро адаптируются, обзаведутся потомством и будут радовать гостей высокогорья. Отмечу, что животным будет обеспечена безопасность от рук браконьеров. Нажаиртовский район – одна из визитных карточек Чечни. Его бескрайние горные пейзажи не оставляют равнодушным никого. Здесь большинство селений имеют богатую историю. Об одном из старинных хуторов – Ожи-Юрте и его жителях расскажет Розана Цамаева. Ожи-Юрт – один из 9 хуторов бинойского сельского поселения. Появился он в 1496 году. По преданию, здесь находилось большое количество яблонь. Оттуда и чеченское название Ожи-Юрт – село яблок. В хуторе нет своего образовательного учреждения из-за небольшого количества детей школьного возраста. Они ходят в соседний Оси-Юрт. Местная мечеть была разрушена во времена выселки, а восстановлена в 95-м. واخر خوه زمي وقت عن وقت بين ادمنستراسيات يوخ يرتين تسيو اوجن يورت يوسن يورت دينجي يورت يولمخ ترشكيرسك بحاچه гюржмех кюрен бени бенти. Муслим Бачиев занимается животноводством. В его хозяйстве десятки голов как мелкорогатого, так и крупнорогатого скота. Ахава Масаева содержит большой огород. На 5 сотках земли растут различные виды овощей и фруктов. Трудиться на земле женщина привыкла с малых лет. В горном Ожи-Юрте всего 39 дворов, в которых проживает около 300 человек. Все они преимущественно занимаются животноводством и земледелием, поэтому на столе всегда свежие и натуральные продукты, произведенные своими руками. Возможно, поэтому здесь не обсуждают экономический кризис и редко жалуются на проблемы со здоровьем. Розана Цамаева, Магомед Мударов и Зелим Закаев. Новости. Сердце Чечни – комплекс высоток, архитектурные памятники и горные пейзажи. Посмотреть на новый облик Чечни приезжают туристы со всех уголков России. Их число растет с каждым днем. Об этом говорит и статистика. Только с начала года регион посетило более 30 тысяч человек. Это в 2 раза больше за аналогичный период прошлого года. В эти выходные в Грозном гостила очередная группа туристов.
В выходные грозненские улицы всегда переполнены. Туристы приезжают в Чечню, чтобы своими глазами увидеть город, о котором так много говорят. Чеченская столица не сравнится ни с одним другим городом, который есть на земле, поскольку это совершенно удивительное место, совершенно удивительный народ. Знакомство с Грозным начинается с аллеи славы и музея имени Ахмата Хаджи Кадырова. Здесь гости узнают о жизни и деятельности известного политика и богослова, первого президента Чечни. Туристы, прибывшие со всех уголков страны, восхищаются уникальной архитектурой Грозного. Про этот город я слышала давно и очень хотела здесь побывать. Ваша республика очень сильно быстро все развивается, особенно ваш город. Была я в нескольких странах и могу сравнить и сказать, что сравнения громадные. Здесь мне очень понравилось, и я надеюсь, что еще многого увижу. Особенно впечатляет мечеть сердца Чечни. А чтобы увидеть весь город, придется подняться на самое высокое здание комплекса Грозный-Сити. Туристы наслаждаются прекрасным видом, который открывается со смотровой площадки. Очень тяжелые события происходили у вас несколько лет назад. Город был разбит, разрушен. И низкий поклон вашему народу и вашему президенту за то, что вы смогли восстановить этот прекраснейший город и смогли сделать здесь нечто такое, что можно показывать людям всего мира как образец. С начала 2016 года республику посетили более 30 тысяч туристов со всего мира. Для них открыты 17 экскурсионных маршрутов по разным районам республики. Теперь в их числе и рафтинг, экстремальный спуск по горной реке. И это только начало, заверяют в Комитете по туризму. Из Наур Заурбеков, Булат Баканаев и Луиза Юнусова. Новости. Третий день чемпионата Европы по тэквондо получился не менее зрелищным и содержательным. В финальной схватке звание чемпиона Европы оспаривали представитель нашей сборной Максим Храмцов и киприот Георгис Какоурис. Россиянин считался явным фаворитом поединка, что он и подтвердил на татами. Не дав своему оппоненту ни единого шанса на успех, он одержал безоговорочную победу. А Андрею Земледельцеву, выступавшему в весовой категории до 80 килограмм, не удалось одолеть своего соперника в финале. Первый раунд целиком и полностью остался за поляком Каролом Халубовичем. Во втором раунде наш спортсмен активизировался и перехватил инициативу. Но переломить ход встречи и сократить отставание в счете ему не удалось. В итоге золотая медаль пополнила копилку сборной Польши. Вслед за мужчинами на татами вышли девушки. Кристина Прокудина, не встретив особого сопротивления от своей соперницы из Греции, завоевала звание чемпиона Европы. Еще одна представительница сборной России, которая также боролась за награду высшей пробы, не смогла одолеть турецкую спортсменку Сенге Ересайн, уступив с минимальным счетом. На Жаюрте прошел открытый республиканский турнир по смешанным единоборствам. Его посвятили памяти первого президента Чечни Ахмата Хаджи Кадырова. В нем приняли участие воспитанники чеченских бойцовских клубов, спортсмены из разных регионов России и ближнего зарубежья. Итоги поединка в следующем материале. Бескомпромиссные поединки и красивые нокауты. На протяжении всего дня бойцы смешанного единоборств соревнуются за право стать лучшими в своих весовых категориях. Переполненные трибуны спорткомплексов на Жаюрте активно поддерживают спортсменов. Болевые и удушающие приемы сменяют друг друга. Ребята, которые участвуют в данном турнире, это не только спортсмены нашей республики. Здесь также участвуют спортсмены других регионов, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Москвы, которые проходили сборы. Также бойцы других клубов нашей республики показали довольно-таки зрелищные бои. Да, Влад облдается, одним из первых распоряжений его было это развитие физкультуры и спорта. Доверяет Рамзанина, и только особое внимание на мосоящика, спортзал, на соревнованиях побывал и боец бойцовского клуба Ахмат Черси Дудаев, который в июне этого года в полуфинале Гран-при Ахмат в рейтинговом бою одолел своего соперника из Украины Владимира Гунджу. По его словам, спортсмен хорошо готов физически показывать высокий уровень мастерства. Серьезный турнир, у нас мял профессионал, мял UFC боец даже. Проиграть мяч не смог куза. Натарчо опыт, мягкий шмал, куза, хилбол, действительно уровень на натардат, болцина,
В перерывах между боями для собравшихся была подготовлена яркая музыкальная программа, а после настало время финальных поединков. Маулади Каламов, который является неоднократным победителем республиканского первенства по боевому самбо, грэпплингу и панкратиону, в турнире такого высокого уровня выступал впервые. Финальный поединок против ингушского бойца для него начался не самым лучшим образом. Но несмотря на это, благодаря болевому приему он сумел переломить ход встречи и тем самым выйти победителем из этой схватки. Соперник артаваться физически дитхитарс он. Запредельную заряженность на борьбу показали Хусейн Адамов и Амирхан Гулиев, выступавшие в весовой категории свыше 93 килограмм. Соперники на протяжении всего боя обменивались жесткими ударами и не собирались уступать друг другу. Однако представитель клуба «Ахмат» благодаря удушающему приему сумел одолеть своего оппонента и досрочно завершить встречу. В финале был у меня соперник с братской Ингушетии. Было сложно с ним бороться. Он имел борьбу и стойки, и в борьбе он очень хорош был. Слава Аллаху, я у него выиграл. А главным событием вечера стал поединок между Марией Агаповой, которая защищает цвета чеченского клуба, и Анастасией Горожанц из Нефтеюганска. С первых минут поединка и до финального свистка встреча между девушками проходила в равной борьбе. И только за счет грамотного действия морально-волевых качеств спортсменка из Казахстана сумела выиграть у своей соперницы. Поединок был очень тяжелый, и вначале она душила, мне очень хотелось сдаться, но я терпела. И, наверное, взяла я этот бой только выносливостью и верой в себя, верой в свою победу. Организаторами турнира, посвященного ко дню рождения первого президента Чеченской Республики Ахмада Хаджи Кадырова, выступили администрация Нажаюртовского района и бойцовский клуб «Ахмат». Специально для победителей и призеров они подготовили кубки, грамоты и ценные подарки. Рамзан Джамбеков, Булат Баканаев, Джамалай Хаджалиев. Новости. В Рус-Мартане в торжественной обстановке встретили победителей первенства мира по тэквондо среди цветных поясов Ибрагима Айдамирова и Юнуса Лабазанова. С триумфаторами прошедшего первенства встретился глава района. Валид Абдуришидов поблагодарил ребят за столь высокие достижения и пожелал удачи в будущем. В свою очередь спортсмены поблагодарили руководство района за поддержку при подготовке к соревнованиям, которые прошли в Казани. А это все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами.